В общественной жизни эвенков накануне Дня государственности Республики Саха-Якутия состоялось знаменательное событие. В музейном комплексе «Россия. Моя история» открылась выставка-презентация тунгусского бисерного кафтана XVIII века под названием «Код предков сквозь глубину веков». Денек выдался как по заказу, солнечный, теплый, и открытие выставки прошло в торжественной атмосфере прямо на улице. По древнему обычаю эвенков гости проходили обряд очищения через чечепкан. Оленёкские старейшины приветствовали всех через священного оленя. Обряд благословения и поклонения духу огня Инты провел эвенкийский шаман. С этим замечательным днем всех собравшихся поздравили. Уважаемые участники, уважаемые гости, сегодня в преддверии праздника нашей республики, в преддверии Дня государственности Республики Саха-Якутия, мы здесь на площадке исторического парка «Россия. Моя история» собрались по прекрасному поводу, по поводу открытия выставки, которая организована Оленёвским улусом, которая организована народными мастерами нашей республики. И в этой связи разрешите от имени правительства республики от себя лично поздравить всех с этим знаменательным событием. Оленёвский улус сегодня это не только динамично развивающийся улус нашей республики в плане социально-экономического развития, это не только огромная территория, но и улус, который бережно хранит, чтит традиции предков и культуру народа. От имени всех земляков, от имени Государственного собрания ЛТВ Республики Саха-Якутия, профильного комитета, который занимается вопросами коренных малочисленных народов и деломатики, мы приветствуем всех участников этого исторического для оленёвцев события, для наших сородичей исторического события, когда к нам приходит в облике экспоната наша, можно сказать, бабушка, прапрабабушка, которая жила в 17 веке и открывает новые двери. Мир духовности. После торжественного разрезания красной ленты всех ожидало театрализованное представление эвенкийского национального ансамбля «Арончикан».
А теперь давайте обратимся к истории уникальной находки. Это уникальный артефакт, найденный, обнаруженный во время работы экспедиции Якутского государственного университета, ныне Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Первым первооткрывателем или автором этой большой музеифицированной уникальной находки является видный якутский археолог, доктор исторических наук, видный общественный деятель Никита Ильич Архипов. Он руководил этносоциологической экспедицией этого учебного заведения в 1984 году. И 40 лет тому назад, в сентябре, начало сентября месяца, открыл, обнаружил в устье речки Сурах левого притока реки Ленек от села Оленек выше 200 километров. В результате этой работы экспедиции было обследовано 40 других погребальных памятников культовых мест Оленевского района. И в 1988 году Никита Ильич Архипов, руководствуясь добрыми намерениями, он представил дар, это археологический артефакт нашему. Это уникальный артефакт, найденный, обнаруженный во время работы экспедиции Якутского государственного университета, ныне Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова. Первым первооткрывателем или автором этой большой музеифицированной уникальной находки является видный якутский археолог, доктор исторических наук, видный общественный деятель Никита Ильич Архипов. Он руководил этносоциологической экспедицией этого учебного заведения в 1984 году. И 40 лет тому назад, в сентябре, начало сентября месяца, открыл, обнаружил в устье речки Сурах левого притока реки Ленек от села Оленек выше 200 километров. В результате этой работы экспедиции было обследовано 40 других погребальных памятников культовых мест Оленевского района. И в 1988 году Никита Ильич Архипов, руководствуясь добрыми намерениями, он представил дар, это археологический артефакт нашему музею. Для нас очень волнительный такой праздничный день настал, да, волнительный, потому что мы очень долго ждали такого праздника всего народа, всех коренных тунгусских народов, потому что сегодня практически на родину, в Якутии приехал наш кафтан, тунгусский кафтан, женский, бисерный, расшитый сплошь, да, бисером 18 века. Буквально 7 лет наш кафтан отсутствовал за пределы нашего Оленевского района, так как в 2017 году в рамках республиканского проекта «Раритеты Арктики», который под руководством Национального художественного музея проводился, да, тогдашним директором Асей Львовной Габышевой. В 2017 году Ася Львовна сама же приехала
и отбирала самые хорошие работы народных мастериц. И, конечно же, посетила Оленёкский музей и там же увидела наш уникальный экспонат. И она в целях дальше увековечить память наших предков решила все-таки провести переговоры с Московским реставрационным центром имени Грабаря, за что мы очень благодарны от имени нашего народа и от сотрудников музея. И 5 лет наш кафтан лежал в стенах Национального художественного музея во временном пользовании. И когда очередь пришла безвозмездной плановой реставрации за государственный бюджет, 2 года тому назад был вывезен наш кафтан собственноручно мной же и передан в реставрационный центр, отдел археологии по ткани и коже. И 2 года подряд реставраторы день и ночь, можно сказать, работали над восстановлением утраченных фрагментов этого уникального экспоната. И сегодня совсем в новой ипостаси, в совсем новом виде посетители могут увидеть тунгусский женский праздничный кафтан. На открытии выставки собралось очень много народу. Было сказано много речей, да это и не удивительно, ведь найденный тунгусский кафтан уникален. Он сшит из оленей кожи, имеет распашной покров, орнамент из синего бисера. Артефакт, который не имеет аналогов якутской археологии, был обнаружен археологом, доктором исторических наук Никитой Деевичем Архиповым. Я счастлив, что присутствует живой, невредимый и относительно духовно сохранившийся человек, Любоват. Бог подарил мне миг счастливый моей мученической и научной жизни обозревать свои главные находки через 40 лет после раскопок. Да. Ну, к этому дню я как подарок эвенкийскому народу, оленёкскому народу, где в Оленьке жил, там я овладел русским языком, классическим русским языком. И 10 лет я раскопкой занимался. Никто не пройдет мой маршрут дальше. Сейчас люди, ученые сдержанные, им подавай вперед. А я на моторной лодке 1500-2000 километров верховья. А Оленька до Таймыра прошел. Историческое и общественное значение уникального экспоната очень велико. Сегодня уникальная выставка. Фактически это выставка одного экспоната. Эвенкийского тунгусского кафтана, найденного в середине 80-х годов Никитой Деевичем Архиповым на реке Оленёк. Мне самому в конце 80-х годов посчастливилось принимать участие в археологической экспедиции вместе с Никитой Деевичем, сплавляясь по реке Оленёк. И действительно, мы находили орангазы с уникальными захоронениями, с уникальными образцами культуры местного населения. И хочу сказать, что вот данный кафтан, почему именно он был отобран, потому что хотя были исследованы десятки разных орангазов, но именно в данном орангазе была наибольшая сохранность. И более того, она была именно вот в комплексе, очень уникальном комплексе, представлены широкий вот такой именно пелерина-воротник, потом украшения, комплекс украшений, который вот давал вот именно особую картину вот такого богатства, наверное, всего вот именно эвенкийской культуры. Возникают иногда вот вопросы. Дело в том, что для меня вызывает некоторое недоумение, почему возникают вопросы о принадлежности, об этнической принадлежности данного
кафтана. Дело в том, что всем понятно, что в те времена, это 17-18 век, территория Оленегского района – это место проживания тунгусских родов. Тогда не было понятия, там, например, именно Эвенк или Тунгус или еще что-то. Были роды. И данные роды, они именно проживали на данной территории. Конечно, те народы, которые приходили позже, они воспринимали эту культуру. И наиболее устойчивые какие-то элементы, наиболее приспособленные к климату, ландшафту данного региона, они воспринимали их в том числе в свою одежду. Это точно так же, как сегодня, например, русские носят унты и так далее. И никто не будет оспаривать, что это унты, это местная аборигенная компания. Точно так же происходило и с элементами одежды в разных наших районах. И поэтому мы однозначно полагаем, что данный кафтан – это тунгусский. И никаких вопросов не может быть. Но то, что какие-то элементы потом появляются в якутской одежде, это говорит как раз о взаимовлиянии культур, об обогащении культур. Потому что ни одна культура не бывает статичной. Она всегда развивается и обогащается за счет взаимодействия, за счет развития своего. И поэтому вот данная выставка, она как раз показывает, хороша тем, что данный кафтан, он не только он один представлен, а потом показано все многообразие культуры эвенкийского народа, уже современной культуры, которая показывает, как эта культура развивается именно на основе тех традиций, которые показывает данный кафтан. И мы можем даже с гордостью сказать, что на сегодняшний момент мы можем наблюдать определенный рассвет культуры вот, тунгусской, эвенкийской, вот именно на примере Оленегского района. Мы стали свидетелями значимого в истории и жизни эвенкийского народа событий, которое получило прекрасное название «Код предков». Действительно, мы без багажа, без знаний и ценностей предыдущих поколений имеем гораздо меньший шанс остаться единым народом. И это касается не только эвенков, но и всех народов мира, которые ценят самое настоящее в этой жизни, которые придерживаются самых весомых ценностей человека и общества. Эвенки говорят, чтобы что-то найти, нужно вернуться. И вот нам, эвенкам современной Дулин-Буга, предстоит по крупицам собрать то, что было ненароком стряхнуто, сброшено с рукавов наших предков и, подобно этому бисеру, собрать каждую крупицу для того, чтобы передать будущим поколениям. Эта одежда, она по праву носит название именно эвенкийской. В ней сосредоточены все основополагающие типологические черты эвенкийской одежды. Ее состав, распашной покрой, декорирование и способ нанесения орнамента бисерного, его цветовая гамма. Кроме этого, элементы одежды, которые содержат черты не только локальной культуры западных эвенков, но и культуры дальневосточных эвенков и их предков, вплоть до махесской эпохи, это начало тысячелетия. Поэтому эта одежда по праву должна носить имя эвенкийской одежды. Мы, современные даже эвенки, не только по чутью, но и благодаря знаниям предыдущих поколений без труда опознаем наследие нашего народа. Поэтому я очень рад тому, что торжествует этнографическая правда. Ведь в нашем эвенкийском обществе главные иты сосредоточены вокруг справедливости и правды. Кроме главного экспоната тунгусского бисерного кафтана, на выставке были представлены изделия из меха и бисера современных оленегских мастериц и мастеров. Колодежникова Надежда Павловна үлен улуғыттан хүджабын, народ маштарабын, кітігінші оңетталлаққа болбытым. Үлен улуғыротты алта народ маштара бар, бүгінгі күнге, онна алта онча үлен улуғын маштардара баллар, онна народны перекладной маштардара хүлбеттен тақса кейі, онна туақтар. Аңа хағаланыр әдер кіргіттар үлелеріне көрдөрөбүт, курук оңора тураллар. Өлөн районун
ден званияны 2-нче үлбәбир хыллакка оңорон таар быппыт. Onun ölön uluğugar onu республикага кыттар наштардарга аты эңер беппет. Ölön uluğugar оғордара ден кәпсир боллаққа урут хүнненен көне линия барачы. Онтон бу кәлин хайды олоо кытта тәңге хайдан оппут, маспыт, талақтар быт туақтарынан, тоқыр уйуларынан хееттерін онтон барыта қарыс қалқырдық оғордар тахар біттара истеннеңнер бит. Онна отто тарганан билеген унту оғордарын әңін бірен құрдық тегер болдылар истеннеңнер. Онна бу табат еритеттен тигиіне сүріннен қаллар хатыбыт ол құрдық әдер истеннеңнерге оңыртырын, имиттерін, туақ бар пырасыған бартын өреті бит. Отта онда өксін көмәлі хөллер тири үлеті, тұс имиті, үлдәғ ұрақан, онны әржөні уалаттар бит әме көмәлі хөллер. Өліен ұлығығар хатабат әркейі да жақтанда ден хуағын кареті. Онытта үксін бұл тоғын сылларға білі қатшы кіргімчік кәмегер жонлар бәйлері истененнер, доқот келестәрілер истененнер білеген үрдік туаққа хорықтар төшіп чалға тағыстылар дияққанада. Onun biyağı bu günler hürdağ dolgutulaqtık, onun hürdağdır ənnəqtik baratorallar. Biyi ondan bu norvaput tuğa ülete üyetildi bititten üyerebit ona inniki baratoru halkanı diyen hanalaqtık. Оленевский народ чтит свою историю. Для этого очень большая работа проводится. Для того, чтобы нашу исконную среду хранить, мы организовали территорию традиционного природопользования Оленевская. И в его функции входит сохранение, использование наших памятников исторических, и сохранение сакральных и святых мест. Второй год подряд объявляется год эвенкийского языка. В последние годы мы изучили и выявили, что у нас 9 исконных родов, а также идет очень большая работа для того, чтобы наши жители действительно называли себя эвенками. Мы построили и подарили в дар эвенкам Якутии национально-обрядовый комплекс Бакалдын в городе Якутске. А также сейчас у нас в Оленевском районе строится обрядовый комплекс. Открыли выставку, презентацию именно вот такого уникального экспоната тунгусского женского кафтана XVIII века. И сегодня народ очень довольный. Оленевские земляки пришли, гости столицы пришли сюда. И вот мы с удовольствием для наших гостей преподнесли такой дар, именно вот выставку. Никакой праздник эвенков, каковым, безусловно, стала выставка-презентация «Код предков сквозь глубину веков», не обходится без традиционного хоровода.